При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Недавно в охотничьем хозяйстве Тасмурын прошла необычная встреча. На берегах Или собрались представители государственных органов, общественных и научных организаций, чтобы познакомиться с успешным опытом ведения охотничьего хозяйства. Вон там вот были фазаны, но их сейчас нет уже. Прошел охотничий сезон. Встреча была организована в рамках реализации проекта правительства «Совершенствование системы планирования, мониторинга, сохранения и эффективного использования природных ресурсов в контексте перехода Республики Казахстан к зеленой экономике». Welcome to Tasmurin hunting area in Kazakhstan. Добро пожаловать в Тасмурын, охотничье хозяйство в Казахстане. Мы здесь с визитом в рамках проекта ПРООН, совместно с правительственными органами Казахстана, от Министерства охоты и рыболовства, чтобы помочь организовать управление охотой и охрану природы. Канадский эксперт Кент Джингфорд по результатам встречи и осмотра ряда охотничьих хозяйств подготовил доклад с рекомендациями по оптимизации законодательной базы, регулирующей охотничье хозяйство. В числе экспертов присутствовали Сергей Соколов, главный охотовед Ассоциации Кансанар, и Рыспек Байдавлетов, заведующий лабораторией териологии Института зоологии Республики Казахстан. Через неделю после встречи в Тасмурыне в Астане был проведен круглый стол, на котором была принята резолюция о современном состоянии управления животным миром и охотничьим хозяйством Республики Казахстан. В настоящее время по инициативе Комитета лесного охотничьего хозяйства при поддержке проекта ПРООН запущены так называемые пилотные проекты. Охотничье хозяйство Тасмурын выбрано в качестве пилотной территории, на которой будут отрабатываться инновационные методы ведения охотничьего хозяйства. Несколько лет назад охотничье хозяйство осталось бесхозным. Значит, численность охотничьих промысловых видов животных была подорвана. 3 года назад охотничье хозяйство взяло в аренду одна из фирм, которая буквально за 3 года подняла это охотничье хозяйство из руин. В настоящее время численность фазана возросла в несколько раз, а численность косули возросла до 30 особей, кабана до 50-60 особей. Большая численность зайца. Вопросы оптимизации законодательства в области охотничьего хозяйства и устойчивого управления животным миром становятся особо актуальны в связи с продолжающейся реформой охотничьего хозяйства республики. When you try and do this, there's a couple of things that you need to have in place. You need to have good governance, which means Для осуществления этих целей любой стране нужны ясные и четкие законы, понятные всем. Должна быть хорошо развитая наука, чтобы мы имели хорошее представление о численности животных, кормовой базе, пропорциях дикой природы в местности, грамотно и точно представленные в докладах. Нужно четкое распределение обязанностей в управлении, чтобы все ясно понимали, кто за что отвечает. И еще должна быть надежная система мониторинга дикой природы. В-третьих, должна быть уверенность в надежной защите природных ресурсов, так, чтобы у браконьеров не было ни единого шанса для правонарушений. И, наконец, нужно понимание ценностей дикой природы. Это понимание может быть основано на культурной ценности и экономической ценности. Еще важно понимать, что охота может стать источником хорошего дохода для страны. Руководитель проекта по полувольному разведению бухарских оленей, биолог-охотовед Нурлан Кикимов, провел гостей по территории парка. При посещении нашего хозяйства они дали ценные рекомендации по дальнейшему развитию охотничьего хозяйства, по дальнейшему развитию интенсивного дичеразведения.
Когда-то бухарские олени были обычны в долине Или, но еще в конце 19 века они были полностью уничтожены человеком. 21 век внес новые подходы в экологическое мышление. Теперь биологи-охотоведы с большим трудом исправляют ошибки предыдущих поколений. Развитие экологической науки во второй половине 20 века изменило взгляды людей на экосистему. Если раньше люди оценивали диких животных только с точки зрения вредности и полезности, то сейчас пришло понимание, что экосистема – это единый организм, и человек лишь часть его. Мы не имеем права вычеркивать из окружающей среды биологические виды, даже если по каким-то причинам они не кажутся нам полезными. Гостям мы показали наш вольер, в котором обитает бухарский олень и дикие кабаны. Они очень остались довольны результатами работы. Показали планируемое место второго вольера, где в планах у нас отдельно содержать бухарского оленя и кабана. По сведениям Рыспека Байдавлетова, мировая популяция бухарского оленя в мире составляет всего 1200 особей. Из них третья часть популяции находится в Казахстане. Нурлан Кикимов поделился с гостями своими надеждами и тревогами по поводу дальнейшей судьбы бухарских оленей. Эксперимент в охотничьем хозяйстве Тасмурын прошел успешно. Все самки уже в течение 2 лет приносят приплод. Но рано или поздно наступит момент, когда бухарских оленей нужно будет выпускать из питомника. Будет ли готова природа принять назад своих потерянных детей? За прошедшие 100 лет экосистемы долины реки Или сильно изменились. Сократились площади тугайных лесов, исчезли целые озерные системы. Хозяйственное освоение дельты реки Или вызвало изменение растительности и почв. Поможет ли рациональная организация охотничьего хозяйства восстановлению естественных сообществ? Какие стратегии рациональнее использовать в управлении ресурсами дикой природы? Conservation – стратегия охраны природы, возникшая в конце 20 века. Она основана на идее, что необходимо создавать такие социально-экономические условия, при которых местным жителям стало бы выгодно сохранять животный мир и ландшафты, рационально их используя. Классическим примером стратегии Conservation стало восстановление вымирающей популяции мархура в Пакистане путем справедливого распределения доходов от его трофейного использования. Preservation – система охраны природы, основанная на идее, что природу нужно охранять от людей методами административных запретов. Ее эффективность доказал еще император Фридрих, приказав сурово наказывать тех, кто выпасает свиней в королевских лесах. Благодаря этой жестокой мере в Западной Европе сохранились несколько участков реликтовых дубовых лесов, некогда покрывавших громадные территории от Пиренеев до Карпат. Оказалось, что восстановить экосистемы дубовых лесов невозможно, даже с помощью всего научного арсенала современного лесоводства. Лес – это не только деревья, это сообщество миллионов видов живых организмов, связанных бесчисленным количеством трофических связей, смоделировать которые не сможет даже самый современный компьютер. Бескрайние леса, что нынче видишь, пролетая над Западной Европой, это вторично синтезированный суррогат, а настоящие дубовые леса сохранились только в бывших охотничьих владениях германских императоров. Примером стратегии Preservation в современном мире являются заповедники, куда доступ посетителей ограничен или вовсе закрыт, а нарушителей ждут различные виды наказания. Каждая страна в той или иной степени использует элементы обоих стратегий и выбирает их соотношение в разных пропорциях, в соответствии со своими социально-экономическими условиями. Найти ювелирную грань между текущими хозяйственными интересами ныне живущих жителей долины реки
и долгосрочной экологической стабильностью региона на благо будущих поколений – это непростая задача. Эксперты в резолюции круглого стола попытались учесть самые разные аспекты, влияющие на экологическую устойчивость. Председатель правления Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства Казахстана Консонар Аралбай Абдыкаримов отметил, что в современных условиях рыночной экономики необходимо уделять больше внимания экономической устойчивости охотничьего хозяйства, как бизнеса, в частности, активнее развивать коммерческую трофейную охоту, приносящую отрасли значительные финансовые средства, необходимые для охраны и воспроизводства животного мира. Для этого необходимо упростить бюрократические процедуры и улучшить охрану животного мира. Иностранцы привыкли к обилию животных в охотничьих угодьях, и чтобы сохранить конкурентные преимущества Казахстана на рынке охотничьего туризма, необходимо усилить охрану животного мира. In Kazakhstan, you have a long tradition of hunting. And you now have a system of hunting areas where government... В Казахстане у вас древние охотничьи традиции, и теперь у вас есть система взаимодействия властей с местным населением и отдельными компаниями по защите охотничьих угодий. А взамен последним выделяются квоты на пользование природными богатствами. Это все есть на бумаге, но во многих случаях, и Тасмурын не исключение, эта деятельность не приносит дохода, и поэтому владельцы охотничьих хозяйств инвестируют в свое дело доходы из другого бизнеса. Красной нитью через резолюцию прошла мысль, что местные сообщества должны получать выгоды от устойчивого использования животного мира. Для этого необходимо рассмотреть новые подходы с применением международного опыта. К примеру, фермерское развитие диких животных могло бы стать важнейшим стимулом развития животного мира. К тому же это наиболее реальный путь сохранения и восстановления ценнейших биологических ресурсов и реальный путь развития малого бизнеса на селе и охотничьего туризма в республике. Животный мир – это возобновляемый ресурс. При его грамотном использовании он может приносить людям пользу без всякого ущерба для благосостояния популяций. Эксперты отметили важность адаптивного управления квотами. Это значит, что квоты и лимиты на использование животного мира должны определяться не по республике и даже не по области, а на популяционном уровне. Если в этом охотхозяйстве много животных, то ему нужно выделить биологически обоснованную квоту. А если в другом хозяйстве животных мало, то охоту там нужно приостановить на время. Я думаю, у охотничьего хозяйства Тасмурын есть хорошие возможности в развитии охотничьих угодий. В особенности, охотугодия могут пользоваться популярностью у охотников из Алматы, которые могут приезжать охотиться на фазанов, кабанов и косуль. Также хороший потенциал есть у рыбалки. Здесь большая река, к которой легко добраться. Большое внимание ученые уделяли мониторингу животного мира. Чтобы ресурсом эффективно управлять, его нужно достоверно учитывать. Казахстанское охотоведение начинает возрождаться после некоторого спада. В отрасль должны прийти молодые, талантливые ученые, и тогда дело пойдет на лад. В ходе своего выступления Рыспек Байдавлетов предложил создать в Институте зоологии координационный центр по ведению учета и мониторингу диких животных в охотничьих хозяйствах. Важной темой обсуждения стал вопрос о выделении зон покоя для диких животных. При составлении проектов зон покоя должно выделяться не менее 15% от площади охотугодий. Но проблема состоит в согласовании этих зон покоя с другими землепользователями. Часть земли мы должны оставить диким животным. Конечно, если хотим, чтобы наши дети и внуки тоже могли услышать на рассвете песнь морала или свист горного козла.